Ну, со стороны бизнеса задавать этот вопрос смешно, потому что именно они занимаются повышением цен. Вот. Но здесь вопрос вот в чем. Тут надо знать хорошо механику, что происходит. Если повышаются налоги, это не дает никакого сигнала к повышению цен. Когда повышаются средние доходы населения, вот тогда этот сигнал может быть прозвучать. Но сегодня уже не 90-е годы, когда малейшая добавка к пенсионному обеспечению наших граждан давала сразу же всплеск на рынке продовольствия прежде всего. Вот сейчас это все уже находится в рамках законодательства, все регулируется и регулируется в том числе и самим рынком. Вот никто не даст просто так свободно болтать цены вверх-вниз. Вот поэтому ожидать повышения цен здесь не имеет смысла. Ну, во-первых, надо сказать, что ВВП это состоит из трех частей. Это доходы населения, налоги или поступления в бюджет и прибыль, которую предприятие пускает на инвестиции. Вот три элемента. Поэтому если у нас растут налоги и при этом не падает заработная плата, то тогда идет рост внутреннего валового продукта. Вот и все. То есть это налоги, которые собираются, они идут в государственный бюджет. Это часть внутреннего валового продукта. Ну, во-первых, насчет справедливости богатых и бедных. У нас есть такое, как бы, принципы социального согласия. Мы одно государство. Мы все субъекты, все республики, области, края, как бы добровольно согласились жить одной семьей. Как у нас у каждого в семье нет вопросов, не возникают вопросы там распределения, перераспределения, и помощь всегда оказывают те, кто зарабатывает, тем, кто не зарабатывает внутри семьи. Ну, то же самое у нас. В целом в государстве такое же устройство. То, что касается того вопроса, а куда они пойдут, в какой бюджет, региональный или пойдут наверх, то если в региональный, то богатые будут богатыми, а у кого небольшое производство там промышленное, те будут жить скромнее гораздо. Вот. Почему в федеральный бюджет все собирается? Какая-то, значительная часть, потому что делится на самом деле по уровню бюджетов. Если эта прибавка пойдет в федеральный бюджет, то она пойдет как раз на то, чтобы перераспределить более равномерно по всем субъектам Российской Федерации, всем нам, кто участвует. Ну, это называется выравниванием бюджетной обеспеченности по стране в целом. Вот, мы этим принципом очень сильно пользуемся. Да, мы отправляем такую существенную часть, значительную часть налогов отправляем в федеральный бюджет, уходит от нас, но они к нам возвращаются потом большими суммами государственной федеральной поддержки. Ну, а в целом задача такая, чтобы на всех уровнях бюджетов, особенно бюджетов субъектов федерации, региональных бюджетов, чтобы обеспеченность была в соответствии с тем, какие цены предлагает рынок, какой объем товаров предлагается и так далее. Поэтому сколько стоят услуги бюджетные и прочее. У нас это индексируется, в том числе еще на всякие районные коэффициенты, включая даже транспортную доступность. Вот, поэтому это перераспределение будет сверху, и оно будет, скорее всего, связано с обеспечением многодетных семей, в первую очередь, видимо, так. Вот. И, кроме того, за счет вот этих вот увеличения поступлений налогов, поступлений в виде налога на физических лиц, вот, а за счет этого будут поддерживаться вот эти как раз многосемейные, многодетные семьи, где будет дано снижение вот этого НДФЛ как раз на их заработки. До 6% снижения будет.